Приятно было, я все 12 раундов посмотрел. Я так понял, он вообще не устал за 12 раундов. За его поединком глава региона следил лично. Юнусбек Евкуров поздравил интерконтинентального чемпиона по версии IBF и Сучениева. Купят, укомплектуют, подарят. В общем, помогут собрать ребенка в школу на добром деле для многодетных семей. Никогда не жалейте себя, вкладывайтесь, работайте. И когда ты вкладываешься и работаешь, то ты получаешь результат. Знания не только сила, но и реальный способ дохода. Красный диплом вам в помощь. Танзила Катиева подтвердит. Жертвоприношение по поручительству. Благотворительный фонд «Тешим» предлагает дозволенную альтернативу совершения обряда. Исходя из прошлых ошибок, которые прошли на битве в горах, мы работали над этим. В тот же момент, Лиссабоночно уже по-другому все построили. Итоги М1 битвы в Назране подвели на пресс-конференции во Дворце спорта. Юсуп Гелисханов расскажет. Добрый вечер. Это новости 24. Сегодня Юнусбек Евкуров лично поздравил профессионального боксера из Сучениева с завоеванием пояса интерконтинентального чемпиона по версии IBF. Турнир проходил в столице Литвы, в городе Вильнюсе. 24-летний ингушский боец одержал уверенную победу в 12-раундовом поединке над своим гораздо более опытным соперником из Бельгии Жан-Пьером Баувенсом, в активе которого 42 победы на профессиональном ринге. Как отметил глава региона, он сам лично с интересом посмотрел все 12 раундов и был приятно удивлен выступлению нашего бойца. Юнусбек Евкуров поблагодарил тренерский штаб, менеджерам за проделанную работу. Обращаясь к министру по физической культуре и спорту республики, глава региона отметил, что профессиональному и любительскому боксу в республике не уделяется должного внимания. Также он добавил, что с известными спортсменами необходимо проводить турниры на местном уровне, по примеру боевых смешанных единоборств. Ведь для этого есть прекрасная площадка – дворец спорта «Магаз», где можно проводить крупные соревнования, в том числе вечер профессионального бокса. Мы могли бы сделать там под этих ребят, у нас сделать там турнир профессионального бокса один раз в год хотя бы. Почему там? Ну так, почему вы не делаете? Я что, мешаю там? Вот мы смешанное единоборство делаем, почему вы профессиональный бокс не делаете? Не, выезжать они пусть выезжают. На сборы, чтобы внутри страны, внутри республики они чемпионами не станут. Ну, надо выезжать где-то там, конечно, выступать надо. Но здесь у них должна быть хорошая база. Можем мужичах сделать там базу, там, она же все равно база твоя, так? База есть. Да, чтобы они там тренировались, сборы провели. Здесь в Джерахе фок есть хороший, Среднегорье. То есть продумайте все эти вопросы. Ну, а вам спасибо, тебе как тренеру, тебе как спонсору или там человек, который поддерживает. Приятно было, я все 12 раундов посмотрел. Я так понял, он вообще не устал за 12 раундов. Да, он должен это использовать. Да, все у него есть. Машидянтант. Конечно, ну, ты спокойно можешь с хорошего. Чемпиона мира он должен быть. Да, Эндер. Ты должен выйти уже так, на такие ступени, в своем весе. Ну и профессиональный бокс у нас после Рахима Чахкива никого не было. А сейчас есть, вот он есть, там еще ребята же есть, Илиев хороший, там вроде. То есть надо всех собрать в кучу. Они могут действовать, но у них база должна быть здесь.
Подготовку ко Дню знаний обсудили в Совбезе региона. Так, республиканский Росавтодор проверил состояние улично-дорожной сети вблизи всех региональных школ. По его итогам реализован комплекс необходимых мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах рядом с общеобразовательными учреждениями. Непосредственно 1 сентября для охраны общественного порядка и безопасности в каждой школе будет находиться полицейский патруль. ГИБДД обеспечит безопасность дорожного движения. Главам муниципалитетов поручено рассмотреть вопросы о дополнительных мерах по обеспечению транспорта, оказания медпомощи и ликвидации последствий возможных ЧП. Мы все прекрасно знаем, что у нас на 1 сентября намечено мероприятия, связанные с началом учебного года. И по данным мероприятиям, соответственно, и федеральные органы власти, и органы местного самоуправления должны предпринимать весь комплекс мероприятий, которые необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей, чтобы они себя чувствовали спокойно на дорогах республики. В связи с этим в рамках проведения координационного совещания главой республики были даны поручения об установлении светофорных объектов в районе 18-этажных домов. Это поворот на Магаз от федеральной трассы. И в районе новой школы Насыркорт по федеральной трассе то же самое в районе Абигу. Ну а тем временем во всех населенных пунктах по поручению главы региона проводится акция «Собери ребенка в школу». Главы Назрановской и Сунжинской администрации вручили детям из многодетных и малоимущих семей укомплектованные портфели. Репортаж Жеридат Халухоевой. Девятиклассница Мадина в преддверии Дня знаний получает свой самый важный подарок. Девочка еще не успела закупиться к школе. Для нее это особо значимо. Мадину воспитывает тетя. Несколько лет назад девочка потеряла родителей. Приятно, что ведутся такие мероприятия, что радует наших детей. Это наше будущее. И сегодня это огромное внимание для наших детей. Даже не то, что детям. Это даже для родителей приятно, потому что это какая-то часть помощи людям, которые очень нуждаются, а у нас таких много. Укомплектована необходимая канцелярия портфелей и конверт с денежной суммой для приобретения школьной формы получили еще 10 малоимущих семей. Подарки детям вручает сам мэр города. Такую помощь в преддверии нового учебного года местная администрация оказывает не первый год. В этот раз охватили более 200 семей. Деньги для приобретения школьных портфелей собирали всем коллективом. Ведь когда дело доходит до проблем самых маленьких жителей, невозможно остаться в стороне. Я думаю, что такие мероприятия они необходимы, они должны проводиться не в год один раз, а даже как можно чаще надо проводить такие мероприятия. К большому сожалению, у нас есть такие слои, которые сегодня не могут одеть своих детей, проводить школу, чтобы они достойно учились, достойно трудились, достойно жили. Благотворительную акцию подхватили и работники Сужинской администрации. Вместе с заместителем главы они обошли несколько адресов в Троицком. Первыми сотрудники администрации посетили семью Цечоева, в которой 4 детей, 2 школьники. Это на младшего. Подарки также получили и братья Мужухоевы, Хасан и Хусейн. Семей, которые просто не имеют возможности обеспечить своего ребенка всем необходимым перед учебным годом, в республике немало. По Сунжинскому району в этих списках состоят более 200 малоимущих семей. В этом году мы уже охватили более 100 комплектов, нами подготовлено. И охват идет полностью всех сельских поселений на подведомственной территории Сунжинского муниципального района. Раздача портфелей, укомплектованных школьно-письменными принадлежностями, еще продолжается. Такая поддержка для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, большая подмога. К благотворительной акции может присоединиться каждый желающий. Жеридат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Кстати, перед Назрановским центральным рынком проходит традиционная школьная ярмарка. Здесь можно приобрести все необходимое для учащихся. От тетрадей до школьной формы. Цены, как и ассортимент, самые разные. Портфели, к примеру, можно приобрести от 300 рублей и выше. Цена варьируется в зависимости от качества. В среднем на то, чтобы собрать одного ребенка в школу, родители тратят около 20 тысяч рублей. دي بيرة دقس الشيء أجي كيس قالوا ده شيء سهل مستش أخشلو تبيرة إيش برستو حماش إيه متشو يخ إيه تشل ديكا خيتون ديكا حيتش حام. Ну, как правило, за школьными принадлежностями родители приходят с детьми, стараются учесть все их пожелания на месте, чтобы покупки пришлись по вкусу. كل الحماش اتيور صوص школу удиш портфель и запас дик поешь ахт волоби ка хамаш اتيور عن костюм إذا книжки шадан тхон школе тай. За паломниками из Ингушетии, которые совершают священные обряды в Мекке, наблюдает не только съемочная группа НТРК «Ингушетия», но и коллеги из Russia Today. Они подготовили серию репортажей о наших хаджи и о священных обрядах в целом. Героиней одного из сюжетов стала Тамара Мальсагова. Она не могла сдержать слез счастья, вспоминая, как узнала о том, что сможет в этом году совершить паломничество. Я представляю Россию, в частности, Республику Ингушетия. Для меня огромное счастье посетить Саудовскую Аравию. В последние 7 лет я и моя мама Марем мечтали совершить хадж. Но, к сожалению, моя мать скончалась 40 дней назад. В эти тяжелые для меня дни глава Республики Юнусбек Евкуров пригласил меня в свой рабочий кабинет и предложил поехать в хадж. Каждый мусульманин мечтает об этом, не так ли? Продолжаем выпуск. Почетными грамотами за достигнутые трудовые успехи распоряжением президента страны награждены 4 жителя республики. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента страны награжден механизатор ГУПа имени Серго Орджоникидзе Микаил Олигов. За достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность награду удостоена секретарь регионального избиркома Мадина Парижева. Благодарность главы государства объявлена директору Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» Исраилу Мержоеву, а также Весангирею Танкиеву, ведущему научному сотруднику Ингушского НИИ имени Чаха Ахриева. Ну, возможно, таких же почестей удостоится в будущем и Танзила Катеева. Она служит сейчас в правительстве, главным специалистом управления культурного наследия. Место в штате ей обеспечил красный диплом. Кстати, за прошлый год в комиссию по содействию в трудоустройстве краснодипломников обратились 44 человека, почти половина из них уже трудоустроены. Репортаж Маки Кельматовой. Контроль за состоянием исторических объектов, частые выезды к памятникам архитектуры, фото и видеовыставки. И это не все, чем заполнен рабочий график Танзилы Катиевой. Весь день главного специалиста управления культурного наследия правительства региона расписан буквально по минутам. На этом поприще она трудится уже 3-й год, но каждый раз открывает для себя что-то новое. Региональная экономика и региональное управление, оно было мне близко, интересно с самого начала. Вот. И учась еще в школе, я примерно знала, в каком направлении я буду учиться, какое направление у меня будет специальность и, возможно, какие-то представления о будущей своей работе. Хотя загадывать ничего нельзя, и никогда не предугадаешь, где ты находишься, где ты будешь находиться. Закончив на отлично 8 лет назад Северо-Кавказский госуниверситет по специальности госмуниципальное управление, Танзила попала в программу трудоустройства краснодипломников. Отмечает, что обучение именно в этом направлении стало для нее стартом реализации своих возможностей как будущего специалиста, работающего во благо своей республики. Реализована программа главой республики, в соответствии с которой студенты, выпускники, окончившие вузы, получали место работы. Вот и в моем случае произошла такая же ситуация. У меня был диплом с отличием, я закончила на отлично. И по этой программе меня трудоустроили. Танзила сразу влилась в коллектив. За время работы здесь успела найти общий язык с каждым и зарекомендовать себя как ответственный и добросовестный специалист. Достигла определенных трудовых успехов. И когда освободилась должность главного специалиста, это было уже по течение года. После первой ее работы на первой должности
мы ее привели на должность главного специалиста. Ценно в ней еще то, что она постоянно пытается повышать свой профессионализм, постоянно совершенствуется. Она характеризовала себя как ответственный, грамотный специалист, который имеет найти правильный подход к работе, умеет общаться, построить деловые отношения с коллективом аппарата правительства. За прошлый год в комиссию по содействию в трудоустройстве краснодипломников обратилось 44 человека. Из них 30 выпускники различных вузов за пределами республики, 14 Ингушского государственного университета. На данный момент после собеседования в различные организации устроено 19 человек, остальные внесены в кадровый резерв. Программа, инициатором которой является глава региона, активно реализуется уже несколько лет подряд, помогая выпускникам найти свое место в жизни. Сейчас, дорогие дети, вы делаете первый шаг к самостоятельной работе. Поэтому, конечно, бесспорно зависит от вас многое, как вы будете работать. Как я всегда говорил, буду говорить, надо всегда стремиться работать на час больше. И в этом случае у вас всегда есть шанс быть лучше среди сверстников. Новый учебный год для студентов – шанс проложить свою дорогу к успеху. От них требуется только учиться и еще раз учиться. В свою очередь, Танзила дает напутствие студентам. Нашим будущим студентам, абитуриентам на нынешнем я хочу пожелать терпения, обязательно терпения. Никогда не жалейте себя, вкладывайтесь, работайте. И когда ты вкладываешься и работаешь, что ты получаешь результат. Краснодипломников трудоустраивают не только в региональных министерствах и ведомствах, но и за пределами республики. Руководители различных организаций заранее предоставляют списки вакантных должностей, из которых формируется банк рабочих мест для выпускников-отличников. Мака Келиматов, Сурхо Кусиев. Новости 24. 1 сентября мусульмане всего мира отметят праздник жертвоприношения. Он следует за 10-дневным постом Зулхиджа. Главным атрибутом этого знаменательного дня должно стать жертвенное животное. О том, как правильно его выбрать и где приобрести, расскажет Залимхан Калоев. В преддверии праздника Гурб все бойни Ингушетии работают в двойном, а то и в тройном режиме. Число желающих совершить один из основных обрядов ислама в этом году значительно возросло. Магомед Костоев на бойне работает уже 25 лет. Признается, за барашками внимательно ухаживают целых 2 года, прежде чем животные могут отобрать для Гурба. Ну а что касается цен, здесь все зависит от веса животного. В этом году будет от части 6 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч. Есть 9-10 побольше, которые. У жильцов многоквартирных домов, как правило, нет возможности провести Гурб дома. В этом случае можно обратиться к работникам бойни. Тут помогут провести обряд. Пока процесс идет нормально, удобство тоже создали. Человек 20 будет в этом году резать здесь. Хамзат Пугоев живет в Сунже, но сегодня, проезжая мимо, решил заскочить и присмотреть барана, ведь к празднику надо готовиться заранее. Казалось бы, что здесь забыл этот маленький пернатый, но хозяева бойни уверяют, что тут он чувствует себя как дома и неплохо уживается с животными. Гурб в этом году выпадает на 1 сентября и будет длиться 3 дня. Хаджи Мурат Талдиев возможность совершить обряд старается никогда не упускать. Он также пришел выбрать себе хорошего барана. Как раз Дала из трою из бизнес болчун дал Гурб кабылдалды. Шорт хат из ажады şu an güçte yapar. Şort metigi духомел хал дарья хал, но исмеги больше, хоз нормально мяха ажады карш. Поститься в оставшиеся дни до праздника для каждого мусульманина сунна. Провести обряд и сделать садака в дни Гурба – богоугодное дело. Этим, как правило, занимается глава семьи. Но если у кого-то нет возможности, то обряд с разрешением и обязательством присутствия хозяина может совершить другой человек. تي أدوخت كان برهجر تيجي لاحت شغلر زميل بولد ساعد حديثه سعودية ساعة تأقز
غرب دچانه غرب دي مجيد هاي باشتانه عوقت يعني خوش دقص إنكلا بيجنا أستا غاز أجا شيء غرب دي مجيج غرب دي سنة غرب حقلش دس. Считается, что награда за благие дела, совершаемые в праздник Гурб, приумножается во много раз. А тем временем в республике почти повсеместно появляются загоны для животных. Фермеры и предприниматели спешат заверить, на Гурб животных завезли много, и провести обряд сможет каждый желающий. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Благотворительный фонд «Тешим» предлагает жителям Ингушетии новый способ исполнения своего религиозного долга. Все, что нужно сделать, это передать в фонд определенную сумму и дать разрешение волонтерам на совершение жертвоприношения. Все остальное благотворители сделают сами. Подробности у Заремы Евлоевой. Это обязательная процедура. Мужчина дает официальное разрешение представителю фонда на исполнение жертвоприношения от своего имени. После чего посетитель заполняет купон и выплачивает необходимую сумму – 8500 рублей. Мы берем стоимость одного бычка, это средняя стоимость, делим ее на 7 частей. И это получается примерно 8500, но туда же вообще включены организационные расходы. Это пакеты, перевозка и так далее. Поручитель просто внес сумму, все остальное фонд сделает сам. Закупит животных, организует разделку и раздачу мяса малоимущим. Желающие смогут забрать 1/3 от своей доли для семьи. Акция на праздник Гурб проводится фондом в 4-й раз. Если в 2013 было пожертвовано 15 бычков, то в этом году волонтеры планируют поднять эту планку до 120 животных. Калой Калоев планирует совершить обязательный обряд через фонд во 2-й раз. Молодой человек уверен, что волонтеры лучше знают, кто в регионе нуждается в милостыне больше других. Потому в этом году привел с собой и коллегу. Это очень удобно, в первую очередь для тех, кто на госслужбе. Так как из-за занятости, тем более, как видите, я работаю в МЧС, у нас работа всегда загружена. И для меня прийти сюда, за полчаса оформить это дело, и заодно я выполняю очень важный религиозный обряд, это для меня очень удобно. Главная цель всех, кто присоединяется к акции, получить довольство Аллаха и обрадовать малоимущих в день праздника. Потому организаторы подходят к этому мероприятию тщательно. В этом году Тешим заключил соглашение на забой бычков с мясокомбинатом «Эко-Муслим-Продукт». Современные технологии предприятия позволяют за сутки пропускать до 150 туш. Бычков разводят здесь же, заранее прививая от всех болезней. Сейчас мы проверили на нитрат, содержание нитрат. Нитрат показали почти 0. Там допустимый 200, а показал где-то 16, 0,16 показал. И все. А так проверяем, на сибирку проверяем, на туберкулез проверяем. Здесь же функционирует своя лаборатория, где проверяется вся продукция. А специальные пилы помогают разделывать мясо аккуратно, не оставляя осколков. Важны также и санитарные нормы, в которых будет проводиться обряд жертвоприношения. Все необходимые требования в мясокомбинате соблюдаются. Предполагается, что это мясо будет потом в пакетах привозиться сюда на базу фонда Тешим, в головной офис, где по расписанию каждый район или город может приходить, забирать эти пакеты. Здесь будут на местах волонтеры, которые будут содействовать и помогать фонду в том, чтобы это сделать более оперативно, более качественно. А пока волонтеры будут заняты организационными моментами, жители республики смогут приятно провести время. Уже по традиции в рамках праздника Гурб Тешим готовит большую развлекательную программу для детей. Аттракционы, бесплатные угощения и хорошее настроение волонтеры гарантируют. Желающим совершить обряд жертвоприношения через Тешим необходимо обратиться в офис фонда, адрес которого указан на экране. Также вы можете перечислить денежные средства на карту Сбербанка, но перед этим обязательно свяжитесь с организатором акции. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Соответствие новым образовательным стандартам. Федеральный Минобр по всей стране проводит бесплатные курсы повышения квалификации педагогов. В нашей республике в первый этап вошли лекции для учителей русского языка и литературы. Причем опыт слушателей не имеет значения. Саид Куштов расскажет подробнее. Подготовительные курсы проходят в рамках федеральной целевой программы по целому ряду школьных дисциплин. На этот раз по русскому языку. Здесь объясняют, насколько важно обучить детей функциональному владению русским языком. Семинар так и называется «Инновационные аспекты преподавания русского языка. Языковой портфель как форма языковой биографии школьника».
Это инновационная педагогическая технология, которой мы хотим поделиться с нашими коллегами. И считаем, что здесь большой потенциал. Возможно, через год нам удастся получить отклик, как они использовали это в своей деятельности. Для каждого педагога мы подготовили вот такую тетрадь на печатной основе, чтобы им было легче учиться, выполнять задания и выполнить и задания зачетные. Несмотря на большой опыт в педагогике, а это 37 лет, для Аминат Булгучевой не существует границ в самореализации. Педагог в каком-то смысле и сам ученик, который каждый день учится чему-то новому. Такие обучающие семинары Аминат старается не пропускать. Для учителей это большая подмога, тем более с введением новых образовательных стандартов. Максимум старания и внимания теперь требуется не только от школьников, но и учителей. Хожу на эти курсы с удовольствием, потому что, во-первых, преподаватели этого института очень демократичные. Демократичные не только в плане того, что они преподносят доступный материал, но они преподносят материал и новейший. Мы, учителя практики, часто происходит застой теоретический, поэтому для нас вот это как кровопускание. Очень полезные курсы. Очень много говорится об образовательных технологиях, очень много говорится о личности учителя и о личности учащегося. Уже несколько лет Институт повышения квалификации республики привлекает специалистов из многих субъектов страны, чтобы они не просто делились опытом с ингушскими коллегами, а задавали педагогам новый ориентир в образовательной сфере республики. Учителя повторят необходимые им материалы, различные педагогические технологии, которые они смогут использовать в своей работе. Они должны будут повторить построение урока, свои технологические карты, которые они готовят, планы к новому учебному году. Все это входит и в апробацию. Это уже второй визит педагогов из Воронежской области в республику, в рамках которого повысить квалификацию перед началом учебного года смогут 1500 учителей. Мы надеемся, что это сотрудничество будет крепнуть. Действительно, наше сотрудничество проходит всегда как сотрудничество-диалог. Это не монолог, это не в одну сторону. И кроме реализации программы повышения квалификации, у нас уже есть опыт ряда вебинаров, ряда научно-практических конференций. Это всегда программа взаимного обогащения. Семинар продлится еще 2 дня, по окончанию которого учителя будут сдавать экзамены. Каждый из них получит сертификат о прохождении курсов повышения квалификации. Саид Куштов, Адам Долгиев, Новости 24. Сегодня отмечается День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России. Дата выбрана не случайно. 29 августа 1977 года была создана учебная рота специального назначения, на базе которой со временем и был создан легендарный отряд спецназовцев «Витязь». Официально праздник был утвержден в 2006 году по указу президента России. Бойцы роты специального назначения во все времена отличались высокой физической силовой подготовкой. Символом нового подразделения специального назначения, который отличал их от других родов войск, стал хорошо знакомый всем краповый берет. Итоги прошедшего турнира «Дорога в М1. Битва в Назрани» подвели во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Ивлоева. Там прошла полуторачасовая пресс-конференция. Представители СМИ задали порядка 20 вопросов. Львиная доля была адресована президенту Федерации ММА Республики. Репортаж Юсупа Гелисханова. На пресс-конференции не только тренеры, представители правительства, Минспорта и Федерации ММА Республики, но и участники отгремевшей битвы в Назрани. Конференция в первую очередь посвящена итогам прошедшего турнира. У журналистов прежде всего вопросы к самим бойцам. Адам Дахильга выступал в тяжелом весе против Даниэла Эльбаева из Кабардино-Балкарской Республики. В этом бою Адам одержал блестящую победу. Корреспондент национального телеканала интересуется, какие слабые и сильные стороны, по мнению спортсмена, были у его соперника. План у меня был другой ногой, конечно, я был по-другому планировал повести его более стойким. Ну, сложилось как сложилось, и уже пришлось импровизировать. Нашел лазейку, я тогда вот по-тому падать. Ну, в принципе, уже когда залез сверху, не было особого труда его удерживать. Хорошо, отлично.
Не слишком удачный исход боя в битве в горах для Ибрагима Сагова стал мотивацией тренироваться еще усерднее. И результат, как убедилась вся республика, стоил таких усилий. Единогласным решением судей победа в поединке с армянским бойцом Хайком Гаспаряном за Ибрагимом. Исходя из прошлых ошибок, которые прошли на битве в горах, мы работали над этим. В тот же момент в Соглоночном уже по-другому все построили. И как вы все видели, все прошло довольно-таки удачно. Но самое пристальное внимание зрителей приковал супербой между дагестанским бойцом Магомедом Хакимовым и ингушским файтером Селемом Евлоевым, где наш земляк показал настоящую силу воли и стремление к победе. Спортсмен рассказал, как он готовился к поединку. Я готовился уже давно, где-то 2 месяца. Еще на битве в горах мы готовились с Мусаром. Мусара готовили на бой. С того момента не расслаблялись. Знали, что будет бой на битве на Грани. Магомед Мургустов дал свою оценку по итогам выступления ингушских файтеров. Спортсмены подошли к турниру в очень хорошей физической форме и показали лучший результат. Но, по его мнению, для большего успеха следует поработать над тактикой ведения боя. Акцент был на бокс, чтобы в стойке уже работать, потому что в стойке, когда работаешь, более зрелище. Даже можно посмотреть, даже в UFC уже видим, что все переходят в стойку. В основном все бои идут в стойке. И это красиво, и это зрелищно. За 1,5 часа конференции прозвучало несколько десятков вопросов. Больше всего их накопилось к президенту Федерации ММА Республики. Магомед Машхоев на новой должности уже освоился. Это первый его турнир. При проведении итогов Машхоев рассказал о задачах, которые стоят перед Федерацией ММА Ингушетии. Есть определенные планы, определенные наработки, к чему нам идти, что нам делать и как нам развиваться. Я думаю, у нас, в принципе, с такой поддержкой, с такими возможностями все получится. В планах есть создать определенный один базовый клуб для общей сборной, так называемая сборная клуб, чтобы мы собрали всех самых лучших туда, в каждой весовой категории там порядка 3-4-5 человек, чтобы была здоровая конкуренция. Битва в Назрани – это, пожалуй, один из полюбившихся турниров в Ингушетии, где совсем еще юные и малоопытные спортсмены могут проявить себя и войти в большой мир ММА. 8-й турнир, который проходил во Дворце спорта 27 августа, собрал сотни болельщиков со всей республики и, конечно же, 34 рвущихся в бой начинающих файтеров. Всего было 17 зрелищных поединков, в 16 из которых свою дорогу в М1 открывали ингушские бойцы. Будем надеяться, что и в дальнейшем победители битвы в Назрани будут радовать нас своими победами на битве нартов и битве в горах. Юсуп Гелисханов, Тимур Карахоев, Новости 24. Море адреналина и экстремальные прыжки. Лучшие бейсджамперы страны съедутся в Ингушетию на ежегодный фестиваль, который стартует в Джейрахском районе 5 сентября. Он пройдет в честь трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Воеводина. В первый день фестиваля планируется заезд участников. В его рамках также пройдет торжественная церемония присвоения клубу бейсджампинга имени Глеба Воеводина и презентация фильма о легендарном спортсмене. В фестивале примут участие 12 экстремалов из различных уголков России. Всю силу в кулак. Со 2 по 11 сентября в Будапеште пройдет чемпионат мира по армрестлингу. За титул лучшего поборются спортсмены разных весовых категорий. Свои силы попробуют и наши земляки. Сейчас Ибрагим Тимурзиев и Байсангур Салтыханов активно готовятся к предстоящим соревнованиям. Об одном из них расскажет наш корреспондент. К выступлению на чемпионате мира по армрестлингу Ибрагим Тимурзиев подходит со всей серьезностью. Вот и сейчас он оттачивает навыки армспорта. За плечами спортсмена 17 лет упорных занятий спортом. Армрестлингом он начал увлекаться еще со школы. У Ибрагима есть свои герои для подражания, которые вдохновили его именно на армспорт. Вообще мне вот этот вид спорта понравился. Естественно, у нас фильм был Сильвестр Сталлоне. Посмотрев фильм Сильвестра Сталлоне, как он в грузовике тренируется, как он выступает, выиграл этот грузовик, естественно, заинтересовало. Это было давно, лет 10-12 назад. В школе у нас такой сейф стоял, якобы как стол. И вот на этом сейфе мы боролись, потихонечку уже начали выезжать на чемпионат России, на других турнирах. И потихонечку начал подниматься.
Это относительно новый вид спорта для республики, но у нас уже есть свои чемпионы. Заслуга в достижениях спортсменов, конечно же, во многом принадлежит главному тренеру. Хусен Катиев ведет тренировки согласно определенным методикам. Легкую тренировочку проводят без нагрузки. Вот. Для этого в этом виде спорта надо как минимум 2 недели тяжелые тренировки бросить и на технике работать. Сейчас Салтаханов и Тимурзиев поедут и должны там показать себя, должны достойно выступить. Помимо прочего, Ибрагим еще и вице-президент Федерации армрестлинга республики. В числе самых значимых достижений для него золотая медаль первенства России в 2014 в весовой категории до 75 килограмм и серебро чемпионата мира в Вильнюсе. А на предстоящих соревнованиях армрестлер планирует выступить уже в весе до 85 килограммов. Вес скидывать мне не приходится, потому что у меня даже недобор. Я вешу 82-83 килограмма, но до 85 килограммов я наберу ближе к турниру. Как правило, тренируется Ибрагим не один, помогает и поддерживает его перед чемпионатом и младший брат Али, который, глядя на старшего, также заразился желанием заняться рукоборьем. Я с ним тоже постоянно поддерживаю, страхую над его весами, за столом с ним работаю. Ну, от меня, как от младшего брата, моральное, физическое, помогаю ему, чем могу. У спортсмена 2 дня на сборы. Чемпионат мира по армрестлингу стартует 2 сентября. А пока ребята проводят последние тренировки. Юсуп Гелесханов, Хава Евлоева, Адам Долгиев. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.